Каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. Вот здесь интересное место Писания. Я слышал очень часто, как это место Писания немножко переворачивали. Когда люди принимают вечерю, здесь написано нам, чтобы мы осознавали значение тела Господа. Чтобы мы размышляли над телом Христа. Там не написано даже, чтобы мы размышляли над своими какими-то грехами. Сейчас я разъясню, о чем я вообще хочу сказать. Когда ты держишь этот хлеб, если мы вернемся снова в 10 главу первого послания к Коринфянам, там написано так, что хлеб, который мы преломляем, он приобщает нас к телу Христа. Вот этот хлеб – это символ тела Христа. Что такое тело Христа, друзья? Это церковь. Все мы это знаем. Церковь – это люди. Совершенно не идеальные. Это не собрание ангелов, это не собрание серафимов. Даже если тебя зовут Энджела или Серафима. Это ничего не меняет, ты всего лишь человек. Так вот, когда мы едим этот хлеб, если мы пьем кровь, это между мной и Богом, то вот это между мной и людьми. Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих, там написано так: «Братство любите». Другими словами, церковь любите. Никакого другого отношения, когда я принимаю этот хлеб, у меня быть не может к церкви. Слышите, друзья, когда мы говорим про любовь к церкви, что у вас возникает в голове? Что значит любить церковь? Мы решили, что церковь – это люди, тело Христа – это члены этой церкви. Что значит любить церковь? Что значит любить друг друга? Хорошо, другой вопрос. Знаете, когда я открыл братство «любите», вот слово «любите», там стоит слово «агапе». И знаете, интересно, я прочту, я не буду голословным. Как переводится это слово «агапе» – «любить»? Слово включает в себя следующие понятия. Это заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие в чем-либо и ценить. Знаете, здесь все аспекты нашей жизни, как отношения со стороны, которые мы можем проявлять и показывать, так и действия, которые мы можем проявлять и показывать. Заботиться – это действие, ценить – это внутреннее отношение к тому, о чем мы заботимся. Бог призывает нас заботиться, ценить, проявлять привязанность к этим людям. Когда ты принимаешь этот хлеб, когда ты принимаешь эту вечерю, и, к примеру, ты не являешься частью никакой поместной церкви, ты не являешься частью тела Христа. Знаете, я нахожу в этом некое лицемерие. В этом есть некое лицемерие, когда человек один, он дома, он не хочет быть частью какого-то собрания, он не хочет быть частью какого-то народа Божьего, и он дома принимает вечерю, он говорит: я и Бог, это между мной и Богом. Нет. Бог нас так создал, что Он сделал нас членом тела Христа. Он не просто сделал нас сегодня человеком, который является верующим и запустил, на жительство на земле, живи сам, как сможешь. Он сделал нас частью какой-то поместной церкви. Вообще церковь Христа, это собрание людей, поместные церкви, которые состоят из членов, из активных учеников Иисуса Христа. Это не те прихожане, которые раз в 2 месяца появляются, заглядывают, говорят: что там у вас поменялось? Там у вас люди добавились, или наоборот, куда эти делись.
Это не такие люди, которые наблюдают за нами со стороны. Это люди, которые живут семейной, церковной жизнью. Церковь – это семья. Представьте себе семью, где, к примеру, там мужчина, он алкоголик, он живет своей жизнью. И он появляется раз там в 2 месяца, что там, не сдохли, можешь вам 300 сомов там дать, чтобы на хлеб было на следующий месяц. Это не об этом. Это о постоянной заботе, это о постоянном вкладе. И есть как минимум 3 вещи, которые ты можешь показывать своей жизнью, что ты любишь это тело и любишь эту церковь. 3 вещи. Первая вещь – это все, что связано с твоей духовной жизнью. Духовный вклад, который ты делаешь в эту церковь. Скажи, я могу делать духовный вклад. В чем это проявляется? Первое, как минимум, это то, что ты уже сегодня можешь делать. Придя, например, домой, и прежде чем ты сядешь кушать свой ужин, выходя из поста, ты можешь просто сказать: Бог, я благословляю нашу церковь поклонения. Я соглашаюсь вместе с целями, вместе с Божьим народом за цели молиться, которые у нас есть общие, наше какое-то общее видение, направление. Я соглашаюсь молиться за наших служителей, которые у нас есть, за поклонение, за прославление, за нужды, которые там есть. И ты уже начинаешь вкладывать какой-то духовный вклад в эту церковь, таким образом заботясь о развитии этого тела. Духовный вклад – это когда ты приводишь каких-то людей сюда. Духовный вклад – это когда ты говоришь: друзья, у меня есть возможность, я кому-то могу послужить, я могу за кого-то попаститься. Это когда ты начинаешь брать ответственность для того, чтобы показать свою заботу и вовлеченность в дело, в общее дело, которое мы делаем. Если человек сегодня является частью какой-то церкви, он за нее не молится, он не делает ничего, чтобы эта церковь духовно развивалась, он не делает ничего, чтобы эта церковь духовно росла, я глубоко сомневаюсь, что это по-настоящему ученик Иисуса Христа. Это просто такие прихожане, это люди, которые, они приходят для одной цели, чтобы мне что-то урвать из этой церкви, мне что-то получить в этой церкви, чтобы обо мне позаботились, чтобы мне выказали какую-то любовь. Когда ты приходишь на это место, начинай делать духовный вклад. Приходи пораньше молиться. Бери вместе с нами по воскресеньям посты. Делай какие-то усилия, чтобы твое окружение было спасено. Бери их с собой сюда. Это духовный вклад. Когда ты приводишь людей, они слышат Слово Божие. Это духовный вклад. В том числе и в развитие твоей церкви. Второе – это все, что связано с твоей душой. И знаете, это тоже вклад. Это тоже что-то, что ты можешь делать сегодня. Я встречаюсь сегодня с людьми, которые ходят в какие-то собрания и постоянно своими устами они начинают говорить какое-то зло на свою церковь, на служителей церкви, на вещи, которые происходят в церкви. Если ты часть этого Божьего народа, начни ценить, говорить слова, которые свидетельствуют о том, что ты ценишь это тело. Ты ценишь тех людей, которые тебе служат. Знаете, что такое эмоциональный какой-то вклад, который мы привносим? Это когда у тебя все плохо, тебе трудно, у тебя какие-то проблемы, и ты, прежде чем прийти сюда, ты решаешь эти проблемы вместе с Богом. И ты идешь сюда для того, чтобы здесь любить тех людей, которые будут рядом с тобой. Чтобы, знаете, вот не столкнуться с такой ситуацией, когда он на тебя посмотрит: о, брат, а ты что опоздал? Что за вклад? На некоторых смотришь, ладно, когда ты 1-й год ходишь на собрание, 2-й год ходишь на собрание, но когда человек 20 лет верующий, и ты на него смотришь, он мрачнее тучи, приходит каждый раз, и он отпугивает новых людей, он отпугивает, да каких новых людей, служителей отпугивает от себя. Он сидит мрачнее тучи, и над ним такие вот грозовые облака. Что за вклад ты несешь в эту церковь? Это то же самое, что ты привносишь в свою семью. В твоей семье могут быть проблемы, трудности, переживания. Но так важно, чтобы хоть один нормальный, здравый человек оставался в семье, который не поддается эмоциям, который говорит: аллилуйя, все будет хорошо. Аллилуйя! Все будет хорошо.
Халилуя! Пусть даже не станет овец в загоне. И виноград не даст плода, я все равно при любом раскладе буду славить Господа Христа. Это отношение, с которым ты строишь, созидаешь. Это не такое отношение, знаете, эмоциональное. Вот про меня забыли, вот мне там не кивнули, вот мне 2 руками не пожали мою руку, я протягивал, что-то на меня никто внимания не обратил. Все, я обиделся, я из чата вышел, дверью хлопнул. Остановись. Делай вклад, который будет созидать эту церковь. Друзья, делайте что-то, что будет созидать ваши домашние группы, что будет созидать ваши семьи в том числе и нашу большую семью. И нет, я никогда не поверю, если ты ученик Иисуса Христа, и ты часть какой-то церкви, и ты не делаешь физического вклада в эту церковь. Что такое физический вклад? Да это когда ты пришел, и, например, сегодня мы пришли, а тут сестры моют пол. Одна сестра с перчаточками, все по красоте. Она приготовилась, она хотела сделать этот вклад. Теперь пошла на детское, да? Этот человек, например, ты приходишь сюда пораньше, чтобы поставить стульчики. Я уже никого не напрягаю с этими стульчиками. Слава Богу там за... Да. Ангелы приходят, расставляют все. Это все вклад. К примеру, у тебя есть машина, и ты говоришь, давайте я машиной послужу. Вот у нас скоро приедут гости отовсюду. Да, друзья, давайте я вот повожу этих гостей, в аэропорт съезжу. Это вклад, друзья. У тебя есть квартира, к примеру, твоя, и ты просто можешь открыть двери этой квартиры и сказать, давайте у меня домашку собирать. У Биби там ютятся в однокомнатной квартире 6 человек, 7 человек в этой маленькой однушке, не знают, куда ножки сложить. Вот у меня здоровенная квартира. Это все вклад, друзья, это вклад физический. Это вклад, который мы делаем. Я никогда не поверю, если ты ученик Иисуса Христа, и ты не даешь на постоянной основе десятины и приношения. Я никогда не поверю, что ты по-настоящему посвященный ученик Иисуса Христа. О, вы даже не представляете, с каким количеством людей приходилось встречаться, которые каждый раз мне пытались обосновать, почему десятина – это не новозаветная вещь. И все, что я делал, просто уже, чтобы эти люди успокоились, угомонились. Я им говорил, ну давайте тогда по новозаветней схеме, продай все, принеси к ногам апостолов. Раз уж хочешь настоящую новозаветную тему. Этого не может быть, если ты сегодня являешься человеком Божьим, членом церкви, если ты являешься по-настоящему учеником Иисуса. Я не говорю про прихожан. Они приходят, уходят, приходят, уходят. Они как эти чайки. Они налетают, когда есть чем поживиться, потом улетают, когда трудные времена настают. Но ученики Иисуса Христа – это люди верные, это люди стабильные. Ты понимаешь, что ты часть семьи. Это твой Божий народ, это твоя семья. И ты хочешь делать что-то, чтобы здесь что-то развивалось, куда-то двигалось. И тебя не надо каждый раз пинать. Делай вклад, делай духовный вклад, делай эмоциональный вклад, делай какой-то физический вклад, улыбайся. Тебе не надо будет это делать, ты сам это будешь делать. Тебя не надо будет каждый раз тянуть и говорить, братан, ну это же воскресенье, оставь все, приди на собрание. Отпускаем всех с миром. Каждый выбирает для себя, это взрослые люди. Быть мне учеником Иисуса Христа или быть мне просто прихожанином в какой-то церкви. Когда мы говорим о теле, тело Христа – это отношение к людям. На самом деле сегодня я могу сказать, что если ты находишься в определенной духовной среде, я не говорю про нашу церковь, нас смотрят люди в YouTube. Может быть, кто-то сегодня пришел из другой церкви. Может быть, у вас когда-то возникнут такие вопросы, и вы с кем-то встретитесь. А все ли церкви могут быть настоящей семьей, где я должен до конца своей жизни оставаться? Так устроено во многих церквях, что если ты вдруг родился в какой-то церкви, то ты там должен и умереть.
пока тебя вперед ногами не вынесут. Потому что это закладывается на каком-то генном уровне, в некоторых церквях закладывается как основание, что неважно, что происходит в твоей церкви, ты должен быть патриотом своей церкви. Да, до поры до времени. Но если вдруг эти три вещи появляются в церкви, я надеюсь, этого никогда не случится с нами. Будем за это молиться и будем бодрствовать. Но если эти три вещи появляются в церкви, бери руки в ноги и беги в то место, где этого нет. Первое – это любые доктринальные извращения, которые могут входить сегодня в учение церкви. К примеру, я был свидетелем того, как классные церкви, которые двигаются в Духе Святом, они постепенно превращаются просто в религиозную систему. И эта религиозная система, она потом выстраивается таким образом, что в ней говорят, что все проблемы из-за женщины. Все проблемы, потому что тетки слишком много базарят, слишком много свой нос везде суют, потому что они непокорные. И знаете, вот как будто бы всех собак на них спускают. И это всегда на протяжении истории, когда церковь, она из Божьего какого-то живого организма, она превращалась в религиозную систему, всегда первое, что открывалось гонение на женщин. И это доктринальное извращение, когда вместо того, чтобы признать, что я в чем-то был неправ, я начинаю просто во всем упрекать женщину, которая рядом со мной. А я всего лишь, на самом деле, должен признать, что проблемы в солнце, а не в луне. Она моя луна. Библия говорит, что она отсвечивает меня. Она моя слава. Знаете, друзья, я очень много разных доктринальных извращений сегодня встречаю в протестантском мире. Я встречаю огромное количество идиотизма, связанного с еврейством. Шаббат шалом. О чем ты? А ты обрезал своих детей? О чем ты? Сколько сегодня есть идиотизма, который вкрался, и он уже вкрался на доктринальном уровне в Христову церковь. Для этого надо знать Слово. И знаете, есть огромное количество мест, и когда ты, например, сталкиваешься с доктриной, которая там проповедуется, и ты смотришь на людей, тебе их жалко, потому что их обманывают с кафедры. Им говорят неправду через эти микрофоны. Там берут Писание, и это Писание извращают и преподносят так, будто бы это Писание так говорит. Я встретился с одними людьми, и они говорят, церковь это такая вещь, это вертикаль власти. Бог, архиепископ, региональные епископы, пасторы, и вот эта челядь вся остальная. Чего? Ты где это нашел? Это всего лишь традиция, которая была навязана определенными религиозными системами. И протестанты, которые верят в Писание, они берут эти идиотские религиозные традиции, строят эти вертикали власти. Этого нет в Писании. Епископ – это человек, который сегодня внутри церкви занимается душепопечением. И церковь может состоять, из команды нескольких епископов. Я епископ, Алина епископ, служители домашних групп, которые пасут сегодня людей, они занимаются, душепопечением, епископством, потому что сама суть этого слова – это не начальник над другими церквями, это душепопечитель. Все это перевернуто с ног на голову. И когда ты смотришь на это, и ты думаешь, где эти люди прочитали, из какой святой Библии они это взяли, и тебя это начинает пугать. Первое – доктринальные извращения. Любые доктринальные извращения, которые сегодня происходят в той или иной церкви, беги оттуда, если вдруг в твоей церкви происходит это. Второе – злоупотребления, которые могут существовать сегодня в руководстве церкви. И это не просто злоупотребление, это стиль руководства, который практикуется в некоторых церквях. Это стиль руководства, которые практикуются в некоторых церквях. Я снова это повторяю. Почему? Потому что к людям относятся как к какой-то челяди, которые, знаете, я на них сверху вниз смотрю. Для меня это просто овцы.
И я этим овцам повелеваю, я этим овцам приказываю, и вдруг ко мне в башку там что-то ударило, и я начинаю от своего идиотизма какого-то приказывать, и вдруг эти овцы не слушаются моих приказаний. Это все стиль управления. Знаете, я встречаюсь сегодня с церквями, где, например, стиль управления такой, есть какой-то небожитель, это особенно некоторых там церквей касается, где миссионеры приехали из небезызвестной страны. Если человек пастор, то у него просто крылья какие-то там растут, и когда он входит, надо встать, поклониться ему и назвать его там пастор Денис, не иначе. Знаете, когда ты видишь этот культ личности, который практикуется во многих церквях, это ужасает, это пугает. Мы Иисусу верим, но Айбеку верим больше, потому что это же пастор Айбек. Я никого не хочу зацепить, я просто имена говорю. Первое имя на букву А. На букву Б пастор Борис. На букву В пастор Вася. А, Б, В, Г. На букву Г пастор Гена. Пастор Галина Ивановна. С некоторыми встречаешься, меня зовут там, я никого, еще раз, я просто все, что первое в башку приходит, меня зовут Александр Афанасьевич. И ты смотришь на него, и ты как-то неловко себя чувствуешь, просто сказать Денис. Да, Денис Викторович пусть будет. Ты не понимаешь, что происходит сегодня с людьми, которые поставлены служить другим людям. Они превращаются в больших начальников, они превращаются в больших епископов, они превращаются в большие шишки какие-то, которым, извиняюсь за выражение, там только по имени-отчеству. Я против того, когда церковь не уважает своих служителей. Я категорически против. Но уважение проявляется немножко в других вещах. Не в лебезании, не в заискивании, да. Знаете, когда ты смотришь на вещи, которые происходят, они в стиле руководства, когда двойные стандарты, когда лицемерие различное, когда человек живет, к примеру, у него жена есть, да, он с ней просто живет, сожительствует. У него нет отношений, но когда ты выходишь, к примеру, за кафедру, и ты говоришь, берешь Святое Слово Божие, и ты говоришь о том, как должна функционировать семья. Друзья, это лицемерие. Это лицемерие. Если я сегодня, например, не свободен от наркотиков, или я не свободен сегодня от бухла, я не свободен от курения, я не свободен еще от каких-то вещей, я выхожу и говорю людям, как им жить надо. Это всего лишь просто лицемерие религиозное. И это стиль управления, который пришел сегодня в христианскую церковь. Я считаю, что это невозможно уже победить. Если это пришло за кафедру, лучше бежать оттуда. Бежать оттуда. Третья вещь, которая вытекает из второй. Знаете, руководство церкви, если это руководство сегодня не имеет высоких моральных стандартов, если это руководство не стремится к высоким моральным качествам и не имеет страха Божьего настоящего, если это руководство сегодня потеряло какие-то границы того, что можно говорить, того, как можно себя вести, того, как можно жить, того, как можно относиться к людям или нельзя, если они потеряли эти границы, бежать надо от таких служителей. Пасторы сегодня, наркоманы, проповедуют. И тысячи людей заглядывают им в глаза, смотрят и говорят, благослови меня. Он тебя может благословить только тем духовным состоянием, в котором он находится. Пасторы, которые изменяют своим женам, пасторы, которые, знаете, имеют интриги с такими молодыми подружками, они такие любовницы у них. Это всего навалом. Этого куча. И знаете, что делает сегодня церковь? Проще закрыть глаза и не замечать это. Это его проблемы, это между ним и Богом. Беги от этого человека. Если у него нет страха Божьего, что бы он ни проповедовал, он будет проповедовать мекину, которая принесет в твою жизнь проклятие. Оно не принесет в твою жизнь бодрости духа и страха Божьего. Слышите, друзья? Я встречался с людьми, я говорю, зачем ты ходишь в эту церковь? Я говорю, есть еще куча других церквей. И человек спрашивает, а какие проблемы? Там так прикольно, там дары Духа Святого работают, там еще что-то, еще что-то. Я говорю, там пастор.
из раза в раз состоит в нечестивых отношениях с другими, с чужими женщинами, не со своей женой. Неужели тебя это не останавливает, или не останавливает для того, чтобы задуматься и понять, что рано или поздно ты станешь такой же, как этот человек? Потому что он твой духовный наставник. Вы слышите, о чем я говорю сегодня? 3 вещи. Я не говорю сегодня, ты переехал там куда-нибудь в Калугу, там, конечно, другая церковь, ходи в другую церковь. Но ты ходишь в какую-то церковь в Бишкеке, ты никуда не переезжаешь. И вдруг у тебя что-то вот из этих 3, или все 3 в комплексе. Знаете, я уходил из одной церкви. Доктринально. Было все разбито. Ты когда смотришь на какие-то вещи, которые проповедуются, ты думаешь, зачем этот человек извращает Слово Божие? Смотришь на стиль, который там есть в руководстве, и ты понимаешь, что это все погрязло в лицемерии, это все погрязло в неправде. Кто вперед прибежит, кто свою версию выскажет, кто как преподнесет, тот и прав. Нет какого-то стандарта, нет каких-то четких, понятных, Богом установленных в Писании стандартов. И потом, может быть, уже 3, то, что вытекает из 2. Когда ты берешь этот хлеб, это не просто ответственность перед Богом. Это твоя ответственность перед церковью. Это то, почему мы призываем некоторых людей, которые годами приходили сюда и вели двойной образ жизни. Мы призываем покаяться перед церковью в своих грехах, потому что вы привносили сюда свое состояние. Или в любое другое собрание. У тебя был слишком длинный язык, и ты налево-направо кострил разных людей в этом собрании. Остановись, покайся. Если у тебя какие-то конфликты с этими людьми, приведи в порядок эти отношения. Попроси у них прощения. Не жди в ответ, что они станут перед тобой на колени. Ты сделай первый шаг. Это касается наших взаимоотношений внутри церкви. Ты ходил сюда на эти собрания, и каждый раз ты слышал какие-то наставления от своих наставников, и это были библейские наставления, и ты раз за разом игнорил это. Плохо закончится. Покайся. Ты все это привносишь в тело Христа. Почему мы говорим людям, которые, например, ведут двойной образ жизни, и потом, когда ты узнаешь об этом, мы говорим, иди в собрание и покайся в собрании. Потому что все эти годы тебе доверяли эти люди. Они верили, что ты часть семьи, которой можно доверить, но ты при этом вел двойной образ жизни. Выбери для себя вообще, однажды выбери. Если ты хочешь жить в каком-то грехе, есть куча церквей, например, я знаю в нашем городе, где нормально курить сигареты. Я знаю, там они просто просят во время поста от сигарет, пожалуйста, в этот момент. Воздержитесь. Есть нормально, где вообще не поднимают тему семейных ценностей, семейных отношений. И там какие у тебя отношения с другими людьми, это твоя личная жизнь. Мы не лезем, это твое пространство. Но если ты хочешь быть частью этой церкви, подумай о том, как ты относишься к этой церкви.